Броски, болевые приемы, удушения и удары. На татами лучшие юниоры, дзюдоисты СНГ. Я полюбил бороться. Была тяжелая борьба, но у меня все получилось, и я вышел в финал. Хочется выиграть в своей весовой категории 100+. Это основной резерв национальной команды. Многие уже даже входят в состав национальной команды взрослой. И сегодня мы будем видеть тех спортсменов, которые, возможно, будут готовиться к играм Олимпиады в Париже. Валерию Яндовицкому 21. Учится на радиста, но уже 15 лет в дзюдо. На первые игры стран СНГ большие планы. Конечно же, первое место, золотая медаль. Она тут очень красивая. Вот, а вообще мне очень понравились соревнования. Нравится, по крайней мере, хорошая организация. И в целом город очень прекрасный для проведения таких соревнований. Мы очень рады, что спорт объединяет наше государство, и что дзюдо тоже привносит вклад в это. В этом зале первый день состязаний в художественной гимнастике. Это мой первый международный турнир. Вот. Я должна показать себя по максимуму. Сегодня в Центре гимнастики выступают 44 спортсменки из 8 стран СНГ. Они соревнуются как в индивидуальных, так и групповых упражнениях. Если сегодня выступление с мячом и обручем, то завтра с булавами и лентой. Хочется показать, конечно же, чему нас научили тренера, что мы вообще работали. Первый раз в Казани, очень понравился город, очень красиво. Все в счастье, все выступают, получают удовольствие. Это такие получились добрые, дружественные соревнования. В общем медальном зачете на 8-й день соревнований продолжает лидировать сборная России. Наши спортсмены завоевали 84 золотых, 22 серебряных и 31 бронзовую медали. Вероника Гайнудинова, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.